На прошлой неделе прошла встреча Союза политических партий и общественных организаций с представителями администрации президента, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры и СКБ. Предлагаем обсуждение экономических показателей, экспорта, законопроекта об апарт-отелях и некоторых других важных вопросов. Насколько сейчас уже исполняется бюджет, каким образом этот дефицит сейчас восполняется. Я так понимаю, что с Национального банка кредиты, да, хотелось бы понять те параметры, которые вы установили республиканского бюджета, насколько они уже можно сейчас прокомментировать по истечению, там уже сколько там, 3-4 месяца у нас. Понятно, что весна, она всегда сложная, бюджет раскачивается только ближе к лету, к концу уже лета. Ну вот ту информацию, которую вы нам можете дать сегодня, и прогнозы, которые вы можете дать вот в течение этого рабочего года. На самом деле, как известно, главный финансовый инструмент для обеспечения задачи функций, для финансового обеспечения задачи функций государства, естественно, в нашей стране, и не только в нашей стране, являются государственные финансы и как часть государственный бюджет. Бюджет текущего года сформирован в параметрах дефицита 1 миллиард, если я точные цифры буду говорить, чтобы так уже предметно, 1 миллиард 670 миллионов рублей. Но само явление наличия дефицита при исполнении, как в прошлые бюджетные периоды, когда государственный бюджет принимался, а потом уже и республиканский, как составная его часть, не новое явление. Я хочу, к примеру, напомнить о том, что дефициты у нас вот уже с 2013 года бюджет формировался с учетом дефицита, начиная там с 2013 года. И достаточно характерно, он рос, к примеру, до 2020 года. Если там в 2013 году он составлял у нас 165 миллионов рублей, то к 2020 году он уже перевалил за 1 миллиард рублей. То есть в 5 раз, свыше 5 раз увеличился объем дефицита. И при этом особенности его исполнения, это же характеризует, как развивается сама экономика, какие законодательные акты принимаются для того, чтобы искать источники финансирования дефицита. В 2020 году у нас объем дефицита предусматривался, вот я уже сказал, свыше 1 миллиарда, 1 миллиард 105 миллионов, а в 2023 1 670. Я свою оценку уже публично выражал, как и многие достижения за последние годы во всех сферах, связанных с финансовым обеспечением задач и функций государства. На сегодняшний день дефицит вполне умеренный, и источники его финансирования вполне управляемые. Если говорить по состоянию на текущую дату, значит, у нас дефицит республиканского бюджета составил свыше 300 миллионов, 334 миллиона рублей. Естественно, источником финансирования явились наличие изменения остатков средств на начало года. Ну и, как правило, в такой бюджетный период, как первый квартал нового финансового года, мы не могли ожидать и не ожидали, с учетом кассового плана по доходам, не ожидали наполнения бюджетов для обеспечения расходов. Мы привлекли заемные средства Национального банка в объеме 170 миллионов рублей и полностью обеспечили его возврат. Вот это нам удалось сделать. Нам удалось сделать, мы сегодня идем достаточно стабильно. Но почему так произошло? Это охарактеризовалось тем, что расходные обязательства страны в первом квартале значительны, и они обеспечиваются, исходя из поступлений доходов. Ну, к примеру, могу сказать так, если условно, если на 2,4 миллиарда рублей в первом квартале расходные обязательства, 2 миллиарда рублей доходы. Соответственно, нужно обеспечивать покрытие этого дефицита. Еще раз повторюсь, вполне управляемые и надежные источники финансирования дефицита. Кроме того, хочу напомнить вам, уважаемые присутствующие, что в Национальном банке размещен государственный кредит в объеме 500 миллионов рублей с 2018 года. Срок погашения наступает в 2005 году. Это тоже финансовая подушка для государственного бюджета.
Что касается экономического роста, ну, об этом более подробно уже было сказано министром экономики. Но на самом деле, если брать такой отчетный период 19-22, вот объем производства товаров, работ и услуг 41,6 миллиардов рублей, а сейчас свыше 71 миллиарда рублей. Ну, отсюда и показатели бюджетные, разумеется. Отсюда и такой дефицит, что в 2019 году он составлял 2,5% от объема товаров, работ и услуг. Ровно такой же процент составляет и в 2023 году. Просто цифры другие, но потому что рост экономики обусловлен. Мы, как известно, стали наблюдать тенденцию роста поступлений, в принципе, не только в республиканский бюджет, но и вообще, в принципе, во всю бюджетную систему, включая бюджеты государственных внебюджетных фондов. Там четко прослеживается тенденция роста и траектория изменений, приводящих к увеличению доходов. Я хочу напомнить о том, что показатели 2020 года и 2023 даже сравнивать сейчас с темпами развития не стоит, потому что они в такой геометрической прогрессии растут, как доходы, так и расходы. Мы видим показатели по администрированию налоговых доходов, но они впечатляют. Показатели по администрированию доходов от внешнеэкономической деятельности, руководитель Государственного комитета, таможенного комитета присутствует, там достаточно все успешно. Но что этому способствовало? Вот, к примеру, по платежам таможенным. Начиналось все с того, что был проведен мониторинг по состоянию вообще структуры платежей таможенных, поступающих в бюджет. И что стало выясняться? Что, оказывается, значительные суммы задолженности числятся. В том числе по объектам, финансируемым за счет средств бюджета. При этом бюджетные средства на эти цели уже выделялись. Но по каким-то, будем говорить, объективным причинам, скорее всего, потому что необъективные – это не очень хорошо, эти платежи не уплачивались. И вот на протяжении вот этих последних 2 лет задолженность практически полностью ликвидирована, что дало возможность наполнить бюджеты. Несколько слов, наверное, хотел бы сказать и о том, как двигаются наши показатели. Цифры – это, конечно, очень важно и главное. И бюджет – это всего лишь бюджетное ассигнование. Самое главное, какую мы цель достигаем за счет этих бюджетных средств, какая обратная связь, что мы от этого получаем. У нас значительно, я повторюсь, возросли расходы на социальную сферу. Значительно. Но под социальной сферой мы понимаем деньги, направляемые на достижение конечной цели для людей. Вот я несколько цифр, если не возражаете, приведу. 2020 год. Система здравоохранения. 326 миллионов. 2020 год. Разгар пандемии. 2022 год. 560. Вся сфера, я по всем буду говорить. Система просвещения 17 периоды, 20-23, 17-28 миллионов. Социальные выплаты, программы по обеспечению жильем нуждающихся в нашей стране. 192, 238 миллионов рублей. Везде идет рост. Соответственно, этот рост обеспечен в том числе и поступлениями в бюджет дополнительных доходов. Но раз мы такую распланку, такую траекторию роста задали, значит, надо ее и выдерживать до конца, обеспечивать. Вот этим каждый день этим занимаемся. Нельзя сказать сегодня лицу, который получает социальное пособие, что ты становишься на это социальное пособие только на 1 год. Нельзя такие вещи делать. Или, к примеру, мы повысим заработную плату только на 1 год, а в следующем году ты будешь получать, как в предыдущем году. Но это же неправильно, так же не строится работа. По Министерству сельского хозяйства, программы развития сельского хозяйства у нас 8 миллионов 2020 год, 100 миллионов 2023 год. Мероприятия в сфере молодежной политики
спорта 10 миллионов, 25 миллионов. Обращу особое внимание на мероприятия, связанные с развитием отдельных отраслей экономики, где идет государственная масштабная поддержка. Это касается электроэнергетики, это касается поддержки предпринимательства. У нас 2020 год объем финансирования был доведен всего 5 миллионов рублей. 2022 год 248 миллионов рублей было направлено на поддержку отраслей экономики. Об этом министр экономики сегодня говорил, что адресная поддержка в энергоснабжающую организацию конкретно попадает, но это там многоканальная поддержка идет. Вот я вначале сказал о том, что была задолженность по платежам таможенным перед бюджетом. Но и у бюджета была задолженность, причем достаточно значительная задолженность была за потребленную электроэнергию. На республиканском уровне она практически ликвидирована. В некоторых районах там еще остались неурегулированные вопросы. Полагаем, что их тоже до конца урегулируют. Мы сегодня поставили на приоритизацию эти расходы. Вот они финансируются ровно в таком же режиме, как целевые, адресные, приоритетные расходы на уровне заработной платы, понимая, что эта отрасль, несомненно, очень важна. Ну, о том, как растут расходы на обеспечение мер безопасности внутри республики, на обороноспособность, вы, наверное, об этом знаете, там кратно увеличилось. 357 миллионов рублей – это средства 2022 года. 660 миллионов рублей текущий параметр. Все наши средства, ни одного рубля по финансовой помощи. Все свои объемы. Вот. Поэтому я хочу сказать, что вот это изменение, которое сейчас наметилось, оно особенно дает нам возможность задавать планки еще выше. Поэтому бояться дефицита абсолютно не стоит. Но если формировать бездефицитный бюджет, это говорит о том, что да, нефинансируемых мандатов нет, законодательство все обеспечено, финансируем. А если еще будет бездефицитный бюджет и еще, допустим, исполняться с профицитом, ну тогда возникнет такое мнение, либо предложение, а давайте, может, ставки налогов сократим, раз все равно поступает. Ну давайте там еще. Я еще хочу отметить роль и место в этом смысле, повторюсь, администраторов доходов. У нас на первом месте Министерство по налогам и сборам, на втором таможенный комитет, на третьем Министерство внутренних дел стоит. Причем рост на 10, на 20, на 30, на 40%, который мы наблюдаем там в определенные периоды финансового года, ну, он связан же в основном с чем? Законодательство в этой сфере особо не поменялось. Ну не то, что особо, именно законы вообще не поменялись. Ставки налогов остались те же, налоговые льготы остались те же. Все то же самое. Да? Владимир Ильич, Да. я так понимаю, что увеличивая дефицит, вы поднимаете планку свою. Мы То есть вы же ставим должны перед собой исполнять задачу. И расходные обязательства, которые вы себе установили, вы их должны выполнить. Мы ставим, совершенно верно, мы ставим перед собой задачу. Ну можно остаться на этом. Можно было остаться на этом. Там вот дефицит у нас там в прошлом году 1,2 миллиарда рублей. В этом году 1,7 миллиардов. Это небольшой рост. Но оппоненты могут сказать, допустим, что это увеличение стоимости продуктов, там, питания, инфляция там, и так далее, и так далее. Ну, совершенно верно, и это тоже мы иногда слышим, но дело в том, что бюджет имеет две составляющие, как доходы, так и расходы. Бюджет в том числе тратит и на эти цели. Расходов же, раз стоимость товаров растет, но бюджет же тоже на это тратит. Сегодня по республиканскому уровню достигли вот в прошлом году 5 миллиардов собственные доходы. Ну, если там, к примеру, брать 2,9, это был 3,2, вернее, был 19 год, 5... Планка стояла 3,8, вы исполняли 3,2, Да, я 3,2. помню. 5,0 в 22 год. Причем, напомнить Это хочу, исполнение опять. Да, только факты я говорю, да, о фактах. Причем пандемийный год. Вот он был такой вот масштабный. В пандемию ничего не останавливалось, все двигалось, и спортивно, и культурно, ну, в меру тех возможностей и ограничений, которые стояли.
Поэтому я считаю, что сегодня, еще раз повторюсь, не надо снижать планку. Надо держаться. И еще раз повторюсь, 1 700 000 абсолютно не угрожающий показатель. И я убежден, что мы, как и в прошлом году, сможем найти источники его финансирования. 1,2 миллиарда рублей в прошлом году, результат 213 миллионов рублей профицит. 213 миллионов профицит. В текущем году полагаем, что приложим все усилия для того, чтобы обеспечить. Наличие дефицита – это же наличие обязательств перед страной, перед людьми. Да? Ну, к примеру, вот эти обязательства перед людьми, которые вы сказали, куда эти деньги идут? Просто конкретно, куда они идут? На медицинское обеспечение, на сферу образования? Сказал, вот, к примеру, люди, чем они почувствуют вот это вот увеличение? Ну, я вот приведу, наверное, еще раз примеры, да, темпы роста финансирования расходов на поддержку граждан в медицинском обеспечении. Ну, значительные, вот, с 300 до 600 дошло, 560, извиняюсь. Социальное обеспечение 192, 238. Еще очень важную одну характерную особенность, я прошу прощения, это, наверное, тоже, на мой взгляд, очень важно, наличие дефицита 1 миллиард 670 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 644 направляется на сбалансированность местных бюджетов, вот, на бюджетную обеспеченность наших местных бюджетов. Понимая, что районы наши – это опора экономического потенциала, именно оттуда вот этот драйвер развития, вот эта траектория роста оттуда идет. Я коротко скажу о достижениях в районах. В районах, это тоже очень важно. Гагарский район, 2020 год. Еще раз повторюсь, без внесения изменений в законодательство о налогах и сборах или другого законодательства, которое формирует бюджетную базу нашего государства. Гагарский район, 327 миллионов, факты говорю, не прогнозируемые, 327. 22 год, 709 миллионов рублей. Можете представить? Рост какой. Гудаутский район, бюджеты года, 222. 20 год, 419, 22 год. Сухумский район, 104 миллиона, 149, 23 год. Гулрыбш, 68, 91. Это показатели роста постоянные. А Чимчирский район, 95, 172. Кварчал, 24 миллиона рублей. Собственные были, 24. 76 миллионов. Гал, 44, 55. Город Сухум, 1 миллиард рублей в 2020 году, 1 миллиард 408 22 год. Ну и республиканский бюджет с 7 до 10 вырос. Владимир Ильич, вопрос такой. Это увеличилась собираемость или добавились какие-то новые предприятия? Если предприятия добавились, значит экономика заработала. Мы вот вчера об этом говорили с Бесланом Федоровичем, что у него бюджет уже на следующий год будет не 1 миллиард 100, не 1 миллиард 200, а 1 миллиард 500. Первую позицию, разумеется, у нас занимает вот в данном случае там торговля, курортная сфера. Это лидирующие такие отрасли, которые сегодня нам приносят. Но хочется особо подчеркнуть, там объекты налогообложения стали прозрачней. Вот это тоже очень важно, на мой взгляд, что дает возможность вот видеть такие результаты. Да, несомненно, таможенный контроль. Дело в том, что, ну вот, к примеру, наши бюджетные показатели, в том числе мы по госпрограмме работаем, которая утверждена в 2022 году, там есть экономические показатели, бюджетные показатели, которые нам дают возможность при их достижении привлекать еще и бюджетные инвестиции в нашу страну. Мы получаем внешнюю оценку нашего бюджета на уровне очень-очень высоком. То есть параметры, которые заданы, к примеру, для достижения в 2025 году, мы их в 2022 уже достигли. Вот. Поэтому считаю, что здесь в отношении дефицита, конечно, не хотелось бы, чтобы он был не урегулирован, но мы все для этого сделали уже в первом квартале и, надеюсь, и дальше будем продолжать делать. Но
Как уже здесь было сказано, если есть конкретные предложения, пожалуйста, мы ждем предложений, мы открыты публично для того, чтобы формировать новые источники бюджета, изменять их, для того, чтобы достигать задачи и функций, которые стоят перед государством. Мы еще собственные средства государства тратим на бюджетные инвестиции, вот так называемые инвестиции в основной капитал, в увеличение стоимости имущества. В 2020 году направлено только республиканский уровень, там 111 миллионов рублей, 33 капитальных вложения было сделано в объекты строительства, реконструкции. 2021 год, несмотря на то, что пандемия активно еще у нас была распространена на территории, 58, 2022 год 109 объектов, соответственно 241 миллион, 346 миллионов рублей. Это объекты, которые сегодня находятся под финансированием республиканского бюджета, это объекты социальной сферы, культурной сферы, инфраструктурные объекты. Ну, вы, наверное, многие о них знаете, слышите. Поэтому, вот еще раз повторюсь, тенденция, задача, которая поставлена для достижения, которой нужны бюджетные средства, они используются, ищутся. В этом помогают все органы государственной власти. Вот только в таком, наверное, ключе стоит двигаться и развиваться. Бояться дефицита не стоит. Законопроект еще не направлен в парламент. Он получил широкий резонанс, обсуждается со всеми слоями общества. Мы видим, как вы его отрабатываете. Это вопрос о парт-отеле. Поэтому прокомментируйте, пожалуйста, два вопроса. Я думаю, что у наших коллег тоже будут дополнения к этому поводу. Они очень острые, поэтому давайте мы их отработаем. Многое мы говорили об этом законопроекте, объясняли, почему он необходим нам, объясняли, что у нас процесс строительства апартаментов в Абхазии фактически уже имеет место быть, и объекты строятся. При этом мы никак законодательно этот процесс не регулируем. Мы говорим, что это может привести к очень плохим последствиям, и предлагаем, соответственно, законопроект, который будет весь этот процесс регулировать. По-моему, даже наши политические оппоненты согласились с экономической целесообразностью, что это даст ощутимый эффект развитию экономики, туристической отрасли сельского хозяйства. По-моему, с этим даже уже никто не спорит. Весь вопрос упирается в так называемый риск угрозы демографическому балансу. На последнем совещании президент публично, достаточно подробно остановился на этом вопросе и изложил свое видение, концептуальное видение, которое заключается в следующем. Предлагается по итогам принятия данного законопроекта реализовать на территории Республики Абхазия строительство различных комплексов общим лимитом, так скажем, 30 тысяч апартаментов. То есть, грубо говоря, 30 тысяч номеров. Что, в свою очередь, приведет к созданию дополнительно в Абхазии к 60 тысяч койко-мест. Сегодня, к сожалению, у нас в Абхазии всего 38,5 тысяч койко-мест. Для сравнения, в ближайшем Сочи на сегодняшний день 210 тысяч койко-мест, ну и со всеми вытекающими. Вот. Я не буду углубляться в сравнительный анализ, мы об этом много очень говорили. Да, речь идет о строительстве 30 тысяч апартаментов в течение 10-12 лет. Это позволит привлечь в нашу экономику дополнительных инвестиций порядка 160 миллиардов рублей. Это составит в течение 10-12 лет только фонда заработной платы, то есть
средств, которые люди получат в виде заработной платы, порядка 30 миллиардов рублей. Все это приводит к отчислениям и поступлениям в бюджетную систему, то есть от фонда заработной платы 31% мы получим в бюджетную систему, это еще порядка 9 миллиардов рублей. И в целом, если мы говорим не касаясь, так скажем, мультипликативного эффекта от самого строительства, потому что он очевиден. Если мы говорим о том приросте, да, в экономике, который мы будем иметь в случае создания дополнительно 60 тысяч койко-мест, это приблизительно порядка увеличения туристического потока на 1 миллион человек в год. Мы можем говорить о том, что наша экономика может по различным сферам, в сфере сельского хозяйства, в сфере производства стройматериалов и так далее, получить очень существенный объем инвестиций. Это способствует и развитию внутреннего производства, это будет способствовать и развитию сферы услуг, транспортной сферы и так далее. Самое главное, о чем мы говорим, речь идет о создании возможностей для реализации крупных гостинично-апартаментных комплексах. То есть речь идет о том, чтобы в нашей стране появились наконец-то отели в комплексе уровня 5 звезд. Это новые технологии, это опыт, это возможности установить у нас в Абхазии новый уровень, задать новые стандарты обслуживания. И все это, естественно, влечет за собой привлечение более богатого, так скажем, туриста. А создание дополнительно 60 тысяч койко-мест в виде апартаментов, на наш взгляд, никакую угрозу нашему демографическому балансу нести не могут. Потому что это апартаменты, это номера не для постоянного проживания. Люди, которые будут приобретать их, не имеют никаких политических прав. Собственность, которая будет находиться у них, а здесь речь идет и не только о иностранных гражданах, и о наших гражданах тоже в том числе, но если останавливаться на иностранцах, да, в частности для граждан Российской Федерации, владение апартаментом никаких политических прав никому не дает. Это не является ни основанием для получения гражданства, ни основанием даже для получения вида на жительство. То есть все вот эти опасения, которые мы тоже абсолютно хорошо понимаем, да, на наш взгляд, к этому мы можем прийти в случае, если не будем регулировать эту деятельность. Мы с вами видим, что сегодня эта деятельность активно набирает обороты. Она нерегулируемая, она не, так скажем, не в полной мере приносит пользу государству. И еще один очень важный момент в том законопроекте, который обсуждается сегодня на различных площадках, особый акцент делается на социальной составляющей. Предлагается ввести дополнительный вид налога, так называемый сбор с апартаментов, который целиком и полностью пойдет на решение жилищных вопросов отдельных категорий граждан нашей страны. Это серьезный вопрос, и вот те параметры, которые обозначены в течение 10-12 лет, позволят нам собрать огромную сумму для решения вот этих насущных проблем и всего, что с этим связано. Это, конечно же, и инфраструктурное обеспечение, и обеспечение непосредственно жилплощадью наших граждан, отдельных категорий граждан. То есть, на наш взгляд, наиболее, так скажем, оптимальным и актуальным на сегодняшний день механизмом развития отрасли туризма является реализация вот данного проекта. 30 тысяч номеров будут распределены как по районам,
так и зональность там будет обеспечена. Да. Предлагается И по годам. именно такой подход. И растянуто по годам. Да, совершенно верно. Прежде чем формировалось мнение по оценке законопроекта в органах госвласти, полагаю, с учетом темпов роста койко-мест и самих апартаментов, там по году свыше 500 миллионов рублей будет напрямую получать бюджет по году. Я хотел бы здесь особо отметить вот что. Дело в том, что это те налоги, которые мы сейчас на поверхности, те доходы в виде налоговых, да, мы, которые на поверхности видим. Но для таких случаев, как правило, есть еще и другие регулирующие механизмы, абсолютно справедливые. Там, которые не относятся к налоговым поступлениям, есть целевые сборы, особенные ставки налога на имущество, и так далее. То есть это все при таких обстоятельствах можно, естественно, посмотреть внимательно и извлечь из этого экономическую выгоду для государства. Более того, как сказал глава администрации президента о том, что мнение такое, да, и предложено это в проекте, что будет формироваться некий целевой, сбор, который будет направляться на достижение конкретных целей, улучшение жилищных условий наших граждан, строительства, и аналогичные расходы. Я коротко еще об этом хочу сказать. На сегодняшний день у нас на самом деле обстановка в этой сфере, с точки зрения экономики, сложилась следующая. Мы же все прекрасно наблюдаем, что у нас так называемая серая аренда, да, по сдаче жилой недвижимости в стране. Договоры не регистрируются, арендная плата не поступает, в том числе возвращаясь к отрасли энергетики. Там, где жилье сдается в аренду, соответственно, платежи за пользование электроэнергией уплачиваются никак по коммерческому тарифу и многое другое, подобные вещи. Дело в том, что это создание апарт-отелей, да, оно по сути это легализует в том числе и этот рынок аренды. Сегодня де-факто на территории Абхазии несколько тысяч находится иностранных граждан, да, которые уплачивают арендные платежи. Я еще раз вернусь, это с точки зрения экономической целесообразности, на которые никакие законы не распространяются, абсолютно. Они не уплачивают никакие налоги, ни налог на добавленную стоимость, ни на имущество, ничего. За редким исключением, если кто-то официально зарегистрирован в качестве лица, который сдает там свою квартиру в аренду. Это же тоже этап развития, это же тоже следующий шаг. Мы когда делали соответствующие расчеты, мы исходили непосредственно из количества номеров, о которых речь идет, и, условно говоря, определили средний уровень дохода. Но ведь это выглядит глобальнее. Есть инвестфаза, есть фаза эксплуатации. Есть факты, стимулирующие наличие предложения при возникновении повышенного спроса. То есть это и на этапе стройки уже будет оказывать серьезное стимулирующее воздействие. Это на производстве щебня, песка, каких-то других видов товаров, которые в республике можно производить. Дальше получит эффект развития других направлений, предложения потребительских товаров, продуктов питания и ряд других направлений. А привлечение такого количества туристов, безусловно, отразится на внешнеэкономической деятельности, услугах, товарообороте, производстве, связи. Прирост денег в банковскую сферу позволит банку увеличить кредитный портфель и, возможно, пойти на снижение ставки рефинансирования и так далее. То есть, если подходить глобально, это значительно шире, чем непосредственно те расчеты, о которых мы говорим. Мы прямой доход посчитали в виде доходов от стройки на начальном этапе только. Это действительно имеет важное значение, и отвергать это просто бессмысленно. Наверное. Тоже постановление Кабинета министров от 2019 года, где фактически разрешает строительство апартаментов и апарт-отелей, но не регулирует остальные все эти вещи. Поэтому время пришло все это регулировать, начать регулировать, чтобы мы не ушли куда-то в серые схемы. Ввиду того, что все-таки мнение пытается оппозиция навязать, что есть демографические риски, может быть, насколько это с нормативной точки зрения или с конституционной точки зрения, да,
можно было прописать четко и недвусмысленно в этом законе о том, что данный вид недвижимости коммерческой не может быть переведен из нежилого в жилое. И тогда часть вопросов, я думаю, что тоже может быть, снимутся. Проект закона, который был разработан в установленном порядке, который висит на официальном сайте для ознакомления, с которым мы еще работаем, предусматривает в обязательном порядке невозможность перевода апартаментов в жилые помещения и, соответственно, перевод жилых помещений в нежилое. Что касается по факту, который сегодня происходит в соответствии с действующим жилищным законодательством, да, существует на самом деле, предусматривает действующие нормы, возможность перевода жилых помещений, которые соответствуют определенным критериям, для перевода в нежилое помещение. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством у нас ограничения на приобретение иностранными гражданами только жилых помещений. Что касается коммерческой недвижимости, то в данном случае ограничений в соответствии с законодательством нет. И это проблема, которая действительно существует. И сегодня переведенный любой объект жилой в нежилой переведенный, если объект коммерческий и нежилой объект, то в соответствии с законодательством вправе приобрести любое лицо, в том числе физическое или юридическое лицо, вне зависимости от наличия гражданства, если мы говорим про физических лиц. Апартаменты никогда не могут быть переведены в жилые помещения и наоборот. Эта норма предусмотрена, и, как уже Денсух Эдуардович говорил, наличие апартамента не является основанием для получения гражданства либо вида на жительство, наличие в собственности такого помещения. Значит, Наталья Равлевна, это говорит о том, что лица, которые будут пользоваться этой недвижимостью, ограничены также в связи с другими нормативными документами, это касается миграционной политики, правильно? Ограничены по времени пребывания в данном помещении, если он не использует это в других целях, коммерческих или сдал в аренду и так далее. Дело в том, что проект закона об апартаментах предусматривает возможность приобретения апартаментов любым физическим лицом, будь то иностранный гражданин или гражданин Республики Абхазия. Что касается порядка пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия, у нас автоматически вступает в действие миграционное законодательство, которое никак не влияет на наличие в собственности того или иного помещения, коммерческого помещения. Во-первых, это ограничения по возможно, визовый режим, либо безвизовый режим. У нас установлены определенные сроки и есть соответствующий механизм контроля пребывания на территории Республики Абхазия. Кроме того, проект закона об апартаментах, который разработан уже, предусматривает обязательное использование по целевому назначению. Это два целевых основных назначения. Это для временного пребывания граждан, а также для использования в коммерческих целях. Никакой другой цели невозможно использовать в другом порядке, невозможно апартаменты. Что касается в этой части проект закона, на самом деле, когда разрабатывали проект закона, у нас перед нами была поставлена руководством задача о том, что есть необходимость ограничений в этой части. Действующий проект закона, который разработан, предусматривает ограничения в части физических лиц, в том числе даже эти физлица являются соучредителями или долевиками юридических лиц в части приобретения. Это касается лиц, которые непосредственно создавали или создают угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Мало того, проект закона доработан, будет установлен порядок, который будет определять, как и в каком порядке будут проверяться те физические лица, которые претендуют на приобретение. Но я думаю, служба госбезопасности в этой части прокомментирует, потому что на сегодняшний день у нас существует механизм, в рамках которого лица грузинской национальности, даже те, которые заезжают с паспортами гражданства других государств, в том числе граждане Российской Федерации с грузинскими фамилиями, в установленном порядке проходят определенную проверку в службе госбезопасности. В этой части существуют ограничения, конечно. В том числе предусмотренные в проекте закона, мы уже это четко прописали. 19 мая смотрите расширенный отчет по вопросу межправительственного соглашения по Костачи-Пицунда.